В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Верховный главнокомандующий, президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с личным составом Министерства обороны республики. Главная тема встречи – обсуждение подготовки к военному параду, который состоится в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября. Безусловно, главное мероприятие в День Победы – это военный парад. И, как обещают его организаторы, жителей и гостей столицы ждет яркое зрелище. В начале встречи присутствовавшие почтили минутой молчания память премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, трагически погибшего 8 сентября. Готовность вооруженных сил Абхазии к проведению военного парада в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии – главная тема встречи президента с личным составом Министерства обороны. День Победы – это один из самых важных праздников нашего государства для нашего народа. Поэтому я попросил сегодня руководство Министерства обороны и вас всех доложить о ходе подготовки к этим мероприятиям. На какой стадии мы находимся, какие проблемы, какие вопросы нужно решить еще до конца этого месяца. И я надеюсь на то, что мы с вами достойно встретим этот праздник. О ходе подготовки парадных расчетов ко Дню Победы президенту Раулю Хаджимба доложил глава оборонного ведомства Мираб Кешмария. В параде будет участвовать и авиация. В воздухе над площадью Свободы появится 7 единиц техники, 2 машины Ми-8, Ми-24 и 4 машины Л-39. Личный состав парадного расчета обеспечен в полном объеме. К назначенному сроку парадный расчет будет готов. В ходе встречи военнослужащие имели возможность задать главе государства вопросы. В частности, их интересовали подробности состоявшегося недавно официального визита в Сирийскую Арабскую Республику. Как отметил Рауль Хаджимба, визит в Сирию имел историческое значение, и подписанные там соглашения важны не только для Абхазии. Достойно мы были представлены. Был наш премьер-министр Геннадий Леонидович Гагулия, который был вовлечен в эти процессы не только в период нашего нахождения в Сирии, но им была проведена значительная работа еще до признания этим государством Абхазии. В первый день своего нахождения подписали большой рамочный договор о дружбе и сотрудничестве с Сирийской Арабской Республикой. В последующие дни на встрече с руководством правительства Сирии мы подписали еще 2 документа, которые нацелены на экономическое развитие между нашими государствами. Сирия очень заинтересована в выстраивании с нами этих отношений. Сирии нужны возможности выхода на наши порты, железнодорожные возможности, которые свяжут с российским государством. Это даст соответствующий результат не только для самой Сирии, это даст результаты экономического роста и для Абхазии. Рауль Хаджимба подробно рассказал о состоявшихся в Сирии встречах. Глава государства высоко оценил роль президента Сирии Башара Асада в борьбе сирийского народа против терроризма. Уникальная личность, руководитель Сирии. Те, кто помнит период развала Советского Союза и появления нашего лидера Владислава Ардзенба. Наше трепетное отношение к этому руководителю государства. Наши отношения в период войны и послевоенный период. Могу сказать, что вот точно так же к руководству Сирии относится и народ. Все эти небылицы, которые рассказываются в западных средствах массовой информации о том, что там идет развал государства, что нет там согласия в обществе, все это вранье. Мы встречались с представителями кавказской диаспоры. Жители Дамаска говорили о том, что ваши братья нас не бросили. Они встали рядом с нами. Встали и с оружием защищают эту землю. Но я видел и глаза наших людей, абхазов, кабардинцев, черкесы в целом, которые активно вовлечены во все процессы, начиная от военных и кончая вопросами строительства государства. Это люди открытые, смелые, гордые. Об этом сами говорят арабы, которые живут в Дамаске. Мы желаем этому народу, этому государству выстоять и продолжить строительство этого
государство, у которого многовековая история. Говоря о дальнейшей работе Министерства обороны Абхазии, президент подчеркнул, что все усилия ведомства должны быть направлены на укрепление обороноспособности страны. Все, что мы сегодня делаем и на что мы нацелены, это усиление обороноспособности нашей страны вместе с нашими стратегическими союзниками, которые на этом этапе сделали немало для того, чтобы наш облик государства и облик нашего военного ведомства менялся. Но еще раз хочу заметить, в целом все зависит от нас с вами. Насколько мы готовы правильно принимать эту помощь, насколько мы готовы эту помощь использовать для того, чтобы состояться во имя тех, кто погиб, во имя будущего нашего государства. Мы должны сделать все для того, чтобы именно это подразделение, эта структура была бы на самом высоком уровне. В завершении встречи министр обороны Мираб Кишмария отметил, что все поставленные главой государства задачи будут выполнены. В столице Кыргызстана, Бишкеке, прошел российско-кыргызский бизнес-форум. Нашу страну на форуме представлял председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пепия. Он выступил с докладом на одном из круглых столов в рамках форума. Участие в форуме Абхазии – это еще один шанс заявить о себе. Сам форум в этом году проходит уже в 5-й раз. Ежегодно в нем принимает участие множество бизнес-компаний со всего мира. Нельзя не заметить, как в последние месяцы преображаются улицы наших городов. Коммунальные службы городов и районов, сотрудники различных предприятий, просто неравнодушные граждане, участвуя в субботниках, приводят в порядок территории в рамках подготовки к празднованию 25-летия Победы и независимости Абхазии. О работе коммунальных служб столицы в нашем следующем репортаже. По всему городу приводятся в порядок улицы и парки. На центральных улицах идет ямочный ремонт проезжей части дороги, а сотрудники коммунального управления столицы проводят санитарную очистку растительности в парках, удаляют сухие ветви деревьев в целях безопасности, прежде чем они успеют обрушиться и повредить коммуникации, автомобили, здания или причинить вред прохожим. Кроме того, деревья и кустарники нужно обрезать в санитарных целях. Больные ветви – это источники различных заболеваний. Их своевременное устранение, как утверждают специалисты, поможет сохранить здоровье дерева и продлить его жизненный цикл. По словам заместителя начальника коммунального управления столичной администрации Елены Отепиной, в ближайшее время планируется удалить лишнюю растительность на тротуарах, выкорчевать пни и побелить стволы деревьев в скверах и парках. В настоящее время мы приводим в порядок зеленые насаждения. Это называется глубокая омолаживающая обрезка. Не могли раньше сделать, потому что у нас была такая жара устойчивая. Во время жаркого периода деревья очень страдают, если делать обрезку такую глубокую. Здесь, конечно, очень много старовозрастных деревьев, где нужно почистить и стволовые ветки, они опасны, то есть могут принести какую-то аварийность. На улице Адлиба, ведущей к мемориалу Владислава Ардзенба, идет к завершению укладка нового асфальта. Из 8 километров 6 уже проложено. Работы по укладке асфальта ведутся за счет средств из республиканского бюджета. В связи с предстоящими мероприятиями по празднованию 25-летия Дня Победы и независимости Абхазии в целях наведения чистоты и порядка в городе по распоряжению главы столичной администрации Адгура Харазия всем жителям улицы Адлиба было роздано предписание. В срок до 20 сентября текущего года жители просят убрать и вывести с прилегающей к их дому территории бытовой и строительный мусор. Дорогу, когда закончат, я думаю, что тогда уже коммунальщики, коммунальное управление пустит своих работников, косильщиков, чтобы вдоль дороги, на тротуарах все было чисто. Сейчас мы дали уведомление всем, бланк напечатали, что им надо делать. Вот видите, здесь строительный мусор лежит. С тротуаров, чтобы все было убрано. То, что население не осилит, мы тоже будем им помогать. Домоуправлению дано задание, они все это контролируют. На сегодня кажется, что все захламлено, но к 20-му, к 23-му числу все это уже будет убрано. У нас сроки поставлены. По улице Адлиба не доезжает до пивоваренного завода «Сухумский». Есть небольшой мост. Его состояние оставляет желать лучшего. Руководство пивоваренного завода взяло на себя обязательство безвозмездно восстановить мост к предстоящим праздникам. Рената Шакай, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Сотрудники МЧС Абхазии провели спасательную операцию в Кадорском ущелье. Об этом материал пресс-службы спасательного ведомства страны.
Экстренный вызов поступил в МЧС Абхазии из Кадорского ущелья. У Евстафия Софьянова, 59-го года рождения, случился острый приступ боли в области почек. Требовалась немедленная доставка в стационар. Было принято решение направить вертолет. Вместе со спасателями вылетел глава МЧС Лев Квициня, а также глава администрации села Ажера Сергей Джонуа. Он, как никто другой, хорошо знает окрестные места, и его рекомендации позволили оперативно определить место посадки. Потребовалось немало усилий, чтобы посадить винтокрылую машину в труднодоступном месте в высокогорье. Однако все прошло в штатном режиме. Больной был усажен в вертолет, где ему были введены обезболивающие препараты. Затем был взят курс на Сухум. Тем временем медперсонал республиканской больницы уже был проинформирован о произошедшем и ожидал больного. По словам руководства МЧС, данный случай тесного взаимодействия спасательного ведомства страны и Министерства здравоохранения стал прообразом создаваемой на базе двух ведомств санитарной авиации. Ее структура еще разрабатывается, однако некоторые конкретные элементы, как говорят специалисты, уже неплохо взаимодействуют. Между тем, вертолет МЧС произвел посадку на площадке у республиканской больницы. Кстати, впервые за все время существования данного медучреждения. Больной был передан врачам, дальнейшее его лечение пройдет в условиях стационара. 11 и 12 сентября в Грозном проходил первый международный Нахский конгресс «Этногенез и этническая история народов Кавказа». В его работе приняли участие более 200 ведущих ученых из 11 стран мира, в том числе из Абхазии. С основным докладом на пленарном заседании выступил заместитель директора Абигеи имени Дмитрия Гули Академии наук Абхазии Гурам Гумба, автор фундаментального труда «Нахи. Вопросы этнокультурной истории», который и стал поводом для созыва Конгресса. Продолжается благотворительный проект «Добрый Сухум». В его рамках в столице было установлено 5 новых ящиков добра. Все собранные средства будут распределяться между 4 благотворительными организациями, а в дальнейшем пойдут на помощь подопечным фондов. Более подробно об акции расскажет Сария Смар. Торжественно устанавливаю первый ящик здесь, вот, на самом почетном месте. Первое пожертвование уже в копилке, и пока это только начало. Дальше больше, надеются организаторы акции. Присоединиться к доброму делу и установить у себя ящики добра изъявили желание многие предприниматели Абхазии. В их числе владелец магазина Керама Марации Роман Кочарава. Теперь каждый посетитель этого и других магазинов сможет пожертвовать удобную для него сумму сразу в 4 благотворительных фонда. Ящики добра предприниматели приобретают за свой счет. Предприниматели, с которыми я уже предварительно общался, достаточно активно откликнулись на такую идею. На сегодняшний день мы пока заказали 5 ящиков. Сегодня установим один здесь у нас в магазине, ну и дальше как бы развезем ребятам. Идея очень хорошая, я думаю, что она будет поддержана не только нами, но и большинством предпринимателей города. И я надеюсь, что эта акция получит такое хорошее продолжение. Ну, на самом деле, ассоциация предпринимателей Абхазии, которую я возглавляю, достаточно активно сотрудничает с администрацией города. И тоже в свое время мы проводили и благотворительные какие-то акции и так далее. Позвонили, рассказали о том, что такой замечательный проект в Абхазии организовывается. То есть основной плюс — это то, что все благотворительные организации города объединены вместе при поддержке администрации города. И вот этот замечательный проект, вот я не знаю, покажу, кто не знает, вот такие прекрасные ящики для сбора пожертвований устанавливаем у нас в магазине. Организаторами проекта «Добрый Сухум», в рамках которого проводится акция, являются представители благотворительных фондов «Ашана», «Кераз Вереск» и Ассоциация инвасодействия. Уже организовано несколько акций, в том числе и установка ящиков добра по городу. По словам директора благотворительного фонда «Ашана» Мактины Джинджолия, акция только набирает обороты. Впереди планы по установке ящиков и в других магазинах. Есть надежда, что желающих принять участие в акции будет немало. Мы благодарим всех, кто поддержал данный проект, и надеемся, что и другие предприниматели, для них это будет хорошим примером и последуют этому. И мы надеемся, что данный проект благотворительный «Добрый Сухум» полюбится горожанам, гостям города.
В рамках акции «Ящики добра» в этот же день были установлены в торговых центрах «Рубин», «Бзо», а также в кондитерской «Буше». Работники кондитерской восприняли с радостью возможность установить ящики добра и выразили готовность оказать посильную помощь и поддержку благотворительным организациям. Сария Смыр, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Национальный драматический театр Адыгеи имени Ибрагима Цея прибыл с гастролями в Абхазию спустя 3 десятка лет. За время творческого турне Адыгейский театр представит абхазскому зрителю 4 постановки. Одну из известных пьес Михаила Булгакова «Кабала Святош», комедию «Слуга двух господ», детскую сказку «Только вперед», литературно-музыкальную композицию «Заклинаю, помните» и премьеру необычного межнационального проекта «Кавказский меловой круг» по пьесе Бертольта Брехта. В нем будут участвовать актеры театров Адыгеи и Абхазии. Гастроли Национального театра Адыгеи пройдут в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 15 по 23 сентября и будут приурочены к 25-й годовщине Дня Победы и независимости Абхазии. Абхазию, значит, практически для театрального сообщества Адыгеи открыл я в 1984 году. Мы никогда в жизни живого абхаза не видели, когда мы говорили о том, что наши братья где-то живут, но по тем политическим соображениям, в общем, мы не могли заехать в Абхазию, встречаться с братьями, обмениваться гастролями и так далее. Рискнул это сделать я. Сейчас хочется повторить этот шаг, еще раз все-таки физически приехать, доехать, провести гастроли. И не столько показать искусство, хотя это тоже очень важно, сколько живьем пообщаться с братьями. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни погода в Абхазии ухудшится. Ожидается облачность с прояснениями, временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 22-27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.